Ну а это мы находимся на смотровой площадке. Называется она Орлиное гнездо, город Владивосток. И с него открывается шикарный вид на Золотой мост, который у нас через бухту Золотой Рог. Такая вот смотровая площадочка. Сюда приезжают обязательно туристы, которые хотят пофотографироваться на фоне этого моста. Ну и, в общем-то, отсюда скрывается шикарный вид на сам Владивосток. Вот это памятник святому Кириллу и Мефодию. Но почему-то он находится вот в таком вот непонятном состоянии. Часть букв здесь отсутствует. Как бы, да. И вот это вот серое темное здание мрачноватое. На нем какая-то картина тигра. А также вот здесь мы видим такую композицию, и на ней навешаны вот такие замки, которые любят молодожены. Но эти замки, они, как мы видим, они уже все проржавели. И вот здесь тоже висят много-много замков. Вот сам памятник тоже в непонятном состоянии. Часть вот этих панелек отсутствует. Это не очень хорошо, потому что тут у нас иностранные туристы, которые на это все смотрят и фотографируют, естественно. Но они, главное, это, конечно, выбирают точку моста, и поэтому всяким образом пытаются себя запечатлеть, что были во Владивостоке. Такая шикарная панорама на всю бухту Золотой Рог. Поэтому, если будете во Владивостоке, обязательно на смотровую площадку Орлиное гнездо надо подняться и здесь отфотографироваться, потому что нигде больше такого вида нету. Ну а мы дальше продолжаем свое путешествие. Вот такие скамеечки, можно посидеть, но здесь довольно сильно дул ветер, и поэтому не до сидения. Вот эти китайцы залазят там, пытаются сфотографировать с разных точек. Вот кто-то бежит куда-то из них. Очень-очень много их. Ну а мы идем дальше по интуиции, потому что мы тут первый раз. И как бы ничего не знаем, без экскурсовода. Вот тут еще даже дома жилые есть. И люди сюда как-то заходят, но, видать, пешком-то ходить очень тяжеловато, поэтому надо иметь обязательно личный транспорт какой-то, чтобы на нем подниматься, машину. Владивосток весь вот так построен на холмах, поэтому ноги надо иметь тренированные. Сейчас вам покажем, как добраться можно до вот Орлиного гнезда. Там вот, ага. Мы спускаемся, тут сложная очень развязка, а тут, оказывается, все хитро сделано. Мы спускаемся посюда. Там вот видите, фуникулер написано. Поэтому к пешеходному переходу переходим. Что не щелкает там? Такой вот переход. Теперь можно пойти налево, а можно и пойти направо. Но поскольку фуникулер вот там вот, мы идем направо. Вот такие сидушки здесь. Давай, Маша, чуть-чуть посидим, по бананчику скушаем. Угу. Банана. Вот сколько мы продуктов накупили. А банана закрыта.
продолжаем дальше снимать наши похождения. Маша тут пытается вот по таким вот штуковинам зайти. А мы тут какой-то разработка, строительство идет. Ну, смотри, тут не грохнись. Нам еще не хватало. Вот, ну видите, как хитро прошли все-таки подземные переходы. Это очень хорошо. Так, ну тут можно туда вон вниз идти, но мы сюда не пойдем. Мы пойдем на фуникулер. Сюда вот спустимся по нему. Какая-то вот древняя постройка, еще видать со времен царя Гороха. Работает с 7 до 20. Вот. А с этой стороны, да, место посадки. Вот тут можно книжки какие-то оставить. Ну давай, не курить, не сорить. Проход в зону ТБ запрещен. 14 рублей. Сколько нам? 28 рублей надо для проезда. Такой вот билетики, 14 рублей проезд стоит. Вперед проходи. Маша, давай туда впервые садись. Сегодня надо все мои деньги положить. Так. Такой звоночек. Вот этот фуникулер. Вот этот прямо навстречу. В разные стороны. Ой. Вот, конечно, эта дорога. Золотой мост. Прикольно, да? Пакетик один возьми. На тебе. Мне вот этот. Оп, с пакетами еще. Спасибо, до свидания. Какого года, мне интересно? В РЗ. Такие вот кнопочки древние. И выходим. Дальневосточный федеральный университет. Вот это здание. Так. Пошли вот туда. Мы вчера так посюда шли, теперь пойдем посюда. С горки. Можно спуститься по лестнице, да? Вот. Здесь еще и лестница, да?
смотрите, куда люди заходят. И не догадаешься даже. Что там, есть проход? А, да, проход. Здесь проход. Отсюда можно выйти. Отсюда можно ниже спуститься. Древнее здание. 1970 год. Но это, по-моему, еще времен царя Николая постройка. Чего? Да, прикольно все тут. Древность такая. Это крыша, вентилятор. Сейчас. Ух ты, тут какие-то прикольные цветочки, Маша, смотри. Красивые какие. Вон их как много тут. Это что за цветок? Похоже на колокольчики, да? Да. Какая древняя. Древняя ограда тоже. Во времен царя Гороха. Дорога тоже такая вот древняя. Вот мы примерно, помню тоже, когда в Крыму ходишь, там по некоторым тропам, там подобное тоже древнее, все такое. Когда-то строили, делали, а потом уже никому это не надо. Так, а нам сюда надо идти. Сюда, вот эта дорога. Нам по ней сюда. Пока можно походить, поснимать. Музей. Музей какой-то. И там А он, подальше. по-моему, не работает. Номер 66. Закрытый. А вот мост Золотой мост. Что говоришь ты? Там дальше еще Бургер Кинг. Бургер Кинг. Куда мы не пойдем, потому что мы набрали кучу еды. Когда закончится, тогда пойдем. Когда кончится еда, тогда пойдем. Вот тут, смотрите, дорожки какие. Короче, вот наш домик чудный в самом центре. Открываем. Тугая дверь, да? И проходим. Проходим. Интересно, что дом. Дом сталинской постройки. Вот какие ящички здесь. Древние. Лесенка. Широкие. Какая высота? 4 метра, если не 5. Тут вообще страшновато, честно говоря. Если честно сказать, даже как-то ходить. Такие вот древние перила. Маша, тебе здесь страшно? Скажи честно. Вот наш самый высокий этаж, 5. И теперь проникаем внутрь. Смотрите. Это что такое? Мне страшно. Какие-то двери. Темнота. Наша комнатка. Интересно, убирали сегодня здесь или нет? О,
сюда поставлю пакеты. Фух, жарень. Жарень. Просто жарень. Маша закрывает дверь. Никто не убирал. Ну это хорошо. Користо. Прикольно. Наше Витас окошко. И откроем окно, чтобы проветрить. Тут слишком влажно. Че, Маша устала, да? Я тоже устал. Ну, давай отдохнем. Что они это по-русски? Да, это не цензура уже. Пошли отсюда. Мишки тут. Что-то татуировки. Вот парк. Фонтан подсвечивается. Интересная инсталляция. Столбики такие вот. Вот это вот нормально. Да, я хоть А ну, на мой, давай на мой. куда смотреть? Ну, а мы идем обратно. Погуляли. Сегодня дошли аж до парка детского. И теперь мы по улице Светланской туда вперед и пойдем. Маленький. Ну, там что? Там особо я ничего такого интересного не увидел. Обычные аттракционы. Дикий какой-то там был виртуальный аттракцион. Девки там мурали, как будто их режут. Гулять. Гулянки. И сегодня июль. Какое число? 8. А люди тут ходят в пальтах, куртках. Нам, наверное, сюда надо. Там не перейдем. Точно. Давай, Маша, тут. Тут перейдешь. Перебежим? Тут. Нарушаем правила. Версаль. Прав делами президента Российской Федерации. Там столовая. Люди гуляют. Так, будем переходить. Переходик. Тут интересный опыт. Свечены лампочками вот так вот. Типа лампочки какие-то древние. Вот. Сюда. Гостиница Версаль. Круглосуточно. Не рыдай. Не рыдай. Общественная столовая, не рыдай. Это бедные тут люди питаются, наверное. Сходим, Маша, в столовую, не рыдай. Не, я лучше KFC. KFC? Почему? KFC вкуснее. Ну, в столовой зато можно суп покушать. Это же хорошо. А в KFC можно? А вот там вот магазин Сваровский. Можно взять бижутерию. Где много-много-много камушков.
такая вот дорога променадная. Сейчас уже все закрыто. Ничего уже не работает. И тут хорошо идти, потому что она идет вниз. Да? Удобно. Маша тут что-то заказывает. Люди ходят. Я не буду думать, что они не Не работает. Ну давай вот этот. Маша, вот этот давай. Маша. Давай вот этот. Маша. Вот, можно вот здесь. Работает? Ну и что, не тыкается. Иди сюда лучше. Вот, вот. Вот здесь давай, здесь. Сюда иди. Здесь заказывай, давай. Быстрее соображай только. Одно берешь и все. Кола, пепси есть у нас. Вот так вот заказываем. Ну? Ну? Давай. Добавить. Что ты хочешь добавить? Так. Соус. Соус, давай. Ой, тут 3 соуса. А, давай, давай. Заказывай. Барбекю. Угу. Нажми. Вот, все. Все, давай. Теперь оплачиваем. Це один із самих. Один із самих маленьких Не соусів. надо. Все, Маша, давай, оплачивай. У тебя есть карточка? Давай, оплачивай ей. Давай, шустрее. Мой заказ. Ты достань сначала ее. Угу. Оплатить. Так. Приложить, да? Да, да. Так? Да. Успешно. Все. Чек. Все, теперь ждем, когда выдадут. Все, готов. С собой, да? А, вон пакетик сейчас дадут. Наш скромный ужин. Все. Пошли сюда. Вот если вам готовить лень, можно сюда зайти и тут, блядь, перекус сюда. Довольны? Так, ну, а нам надо на ту сторону. А на ту сторону, чтобы пройти, надо по переходу подземному.